Казалось бы, обычный прием, но ведут его в детской поликлинике в Азино по специальной системе. У каждого врача напоминание. Они работают в рамках сертификата Росздравнадзора. Данная сертификация, чем она хороша? Она дает уверенность, прежде всего, самому медицинскому учреждению в том, что вся медицинская помощь будет оказана с точки зрения безопасности на практически идеальном уровне. Детская поликлиника Азино в структуре ДРКБ. Сертификат они получили 2 года назад. Качеством услуг довольны и мамы маленьких пациентов. Нам заранее говорят время, во сколько приходить, заранее предупреждают. Во-вторых, у нас все специалисты в одном здании, не то что в одном здании, даже на одном этаже, можно сказать. Мне очень понравилось, мы раньше жили на Попова, там был этот старое здание, когда я сюда пришла, прям было вообще, и ребенку сразу понравилось, есть кафе. В перспективе добровольный сертификат Росздравнадзора должны получить все медучреждения страны. Получить аналогичный сертификат сейчас готовятся МКДЦ, РКБ и БСМП в Набережных Челнах. Им предстоит пройти большую проверку. Анализировать будут многое, начиная от обеспечения лекарственными средствами и заканчивая мнением пациентов, опрашивать будут в том числе и членов их семей. Стандарты добровольной сертификации позволяют создать систему управления качеством и безопасности меддеятельности. Проще говоря, улучшить оказание медуслуг на всех уровнях. В перспективе это положительно отразится в целом на самочувствии здравоохранения страны. Как раз на этом сделал акцент в своем послании Владимир Путин. Он отметил такую практику, как бережливая поликлиника. В республике есть аналог – дружелюбная поликлиника. Работает в 58 учреждениях. Возвращаясь к посланию президента Российской Федерации, большое внимание уделено было внедрению высоких стандартов в системе здравоохранения. Речь шла в том числе о таком проекте, как бережливая поликлиника. И президент говорил о том, что в нескольких регионах такая программа уже действует. В Татарстане она называется по-другому. Дружелюбная поликлиника, но суть, смысл, безусловно, тот же. Еще один вопрос, который нужно решить, это нехватка узких специалистов. Укомплектованность казанских больниц, оборудование очень хорошее. А вот работать на них бывает некому. Владимир Путин предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде. Альбина Асылгараева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.